Zaman hayır olsun saygılı seyirciler. Hoş buluştuk. Efirde Garete kanalı Gagauzya Güngünden programmasının Hemdan götürücüsü ben Polina Barbova. Bugün bizde stüdyoda bulunur Komurat Municipal Sport Okulu'nun yöneticisi Gennady Tulba. Zaman hayır olsun size Gennady Borisovich. Hem de çok sağ olun. Ani bakmadan sizin büyün sıkı grafiğinize siz bulduğunuz vakit geldiniz, katılırsınız Gagauzya Güngünden programmasına. Добрый день, уважаемые ведущие, добрый день, уважаемые любители спорта. Буду говорить на русском, чтобы доступно было для всех наших жителей нашей автономии. Добро пожаловать, я к вам пришел и готов обсудить с вами вопросы по спорту, что у нас есть. Çok sağ olun. Saygılı seyirciler, bir kısa aralıktan sonra biz gene buluşacağız bu stüdyoda. Kalın bizimle. Nice bilinir pazar günü Mayın 26'sında Komrat'daki spor stadionunda mini futbol turniri açıldı Komrat Kupası için 2024. Turnir uzanacak Eylül'ün 30'undan bir aydan biraz taziyede sürtecek. Nerede futbol komandaları yarışacaklar aralarında. Söylesiniz bu vakitin içinde kaç komanda avtonomiyadan pay alacak mini futbol turnirinde Komrat'daki kasabasının Kupası için. Buyurunuz. С 26 мая по 30 июня у нас в муниципе Комрат состоится турнир, медийная футбольная лига МФЛ Cup 2024. Почему называется именно медийная лига? Именно для того, чтобы обеспечить медийную часть всех соревнований, мероприятий. Кроме этого, у нас цели такие, чтобы заинтересовать побольше болельщиков, чтобы они приходили на стадионе. Буквально вчера, 26 мая, у нас состоялся открытие турнира на очень высоком уровне и состоялись также сразу первый тур игр. На этом турнире участвует всего 12 команд из разных городов и сел Гагаузии, а также есть регионы, которые в этом году приехали к нам участвовать на этом турнире. Открытие турнира состоялось на очень высоком уровне. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех представителей команд, все команды, которые участвуют на этом турнире, и Управление молодежи и спорта, которые предоставили нам стадион для проведения данного турнира. İstedim söylemeye, mini futbolun açılışında ben yoktum ama dün geçerdim bu vakit tamam açın sizde o toplantı yortulu çeketti. Pek çok araba orada vardı. Bu şeyler onu hani elbet ki çok insan geldiğinde meraklanırlar bu spor çeşitinden. İsterim vurgulama, hani Komrat'daki spor stadyonu Türkiye Devleti'nin yardımıyla yapıldı, açıldı 2021 yılda. Gennady Borisovich, nice tarihleri söyledik. Mayın 26'sından Eylül'ün 30'undan her pazar günlerinde saat 4'te akşamın futbolun sevenleri var. Nasıl olacaklar gelsinler, da seyretsinler güzel mini futbol oyunu Komrat kasabasının stadionunda. Hem de tuttursunlar kendi seven komandalarını. Söylesiniz. Yarıştırarak başka yıllardan bu yıl komandaların sayısı iyisilecek mi ya da zedelenecek mi? Ну, что касается проведения турниров, у нас есть хороший опыт. В прошлом году мы провели такой же турнир, Комратская футбольная лига, где участвовали 10 команд. В этом году у нас команды увеличились, уже принимают участие, зарегистрировались 12 команд. Могу назвать футбольные клубы «Тамай», «Кангаз», футбольный клуб «Атлант» Комрат, футбольный клуб «Огу Спорт» Комрат, футбольный клуб «Кирсово», футбольный клуб «Джокер» Комрат, футбольный клуб «Казаяк», футбольный клуб «Карабигир» Комрат. Нам добавились в этот раз уже соседнего района, города Леова, команда футбольного клуба «Конструкторов». Следующая команда у нас футбольный клуб «Вишневка» и команда КФЛ «Комрат». Команды показали на первом туре замечательную игру. Что меня удивило, что стадион был полный людьми. Негде было парковаться. На этом турнире принимало участие во время открытия
множество почетных гостей нашего турнира, в том числе и координатор турецкого агентства ТИКа Республики Молдовы был почетным гостем. Сам президент федерации, вице-президент федерации приехал футбола. Организация прошла на высоком уровне открытия турнира. На этом турнире мы работали командно. У нас в команде работает всего 20 человек, которые каждый отвечает за свою работу. И мы будем стараться вести медийную работу так, чтобы как можно максимально освещать этот турнир не только на уровне Гагаузии и на уровне всей Республики Молдовы. Буквально сейчас ведем переговоры с Федерацией о том, чтобы финальные матчи транслировались на центральном канале Республики Молдовы, а также будут транслироваться все анонсовые передачи по этому турниру, отчетные. Мы будем это в основном транслировать на информационном сайте Камрад МД, а также у нас есть партнеры, которые Smart Production. Мы открыли сайты во всех страницах и ведем публикацию, чтобы был хороший доступ, удобный для наших зрителей вовремя, чтобы они получали информацию. Bakırım size Gennady Borisovich, göreyim ben sizde Maykan'da da artık burada MFL Cup 2024 bu çok sürer hani siz diğerinden hazırlandınız bu mini futbol turnirine. Только подготовка и организация этого турнира у нас длилась 2 месяца. Турнир будет проводиться 1,5 месяца, это с середины мая до конца июня. И 30 июня нас ждут финальные матчи, которые состоятся на стадионе Муниципий Камрад. Время мы уже будем освещать, чтобы болельщикам было удобно приходить на каждые матчи, на каждые туры. Пользуясь случаем, хочу обратиться ко всем болельщикам, чтобы находили время, приходили на стадион города Камрад. Будет очень интересно, это мы вам обещаем. Mini futbol turniri Komrat kasabasının Kubası için geçirilir her yıl. Böyle turnirlerin niyetleri göstermeye güzel futbol oyunu, meraklandırma, dini genç olanları daha aktif katılsınlar bu spor çeşidine. Bu yılların içinde ne zamandan geçirilir mini futbol turniri Komrat kasabasının Kubası için. Söyleseniz gençler daha aktif mi gelirler zanatlanma futbolla? Организатором этого турнира является Примария и муниципальный совет совместно с муниципальной спортивной школой. Что касается всех мероприятий, которые у нас есть плановые работы, которые мы планируем себе каждое мероприятие, идет подготовка, само проведение, отчетность. Что касается наших турниров, поэтому мы работаем больше с медийной частью, чтобы освещались как можно больше все спортивные мероприятия и чтобы у людей появился интерес посещать стадионы и спортивные залы, мероприятия, которые мы проводим. Чувствуется желание у молодежи участвовать на этих соревнованиях все больше и больше. Буквально вчера, когда увидел, что с Кангаза только приехали 3 автобуса болельщиков, которые очень сильно поддержали свою команду. Также команда Кирсова имеет хорошую фан-группу, команда Карабигир. Приятно было смотреть, наблюдать за этими матчами, было очень интересно. Söylediğiniz kendi sözünüzde hani bu mini futbol geçer plana göre söylesiniz. Bu yılda ne niyetlediniz geçirmeye? Ну, я думаю, лучше пока мы эту интригу будем держать до конца. У нас ждут еще ряд хороших спортивных мероприятий, посвященных ко дню нашему города. До конца года у нас есть множество еще турниров, которые мы будем проводить, чтобы развивать интерес к спорту не только для молодежи, но и для взрослых, чтобы взрослые тоже подтягивались, находили время для занятий спорта и посещать стадион нашего города. Nece biliriz Komrat Municipal Spor Okulu çalışma çekti 2011 yıldan beri, 5 yıldan sonra 2016 yılda siz oldunuz bu spor okulun
yöneticisi. Evet. 8 yıl geçti. Bu dil az vakit ama diyeceğiz bir uzun zaman spor uğrunda. Kaç spor bölümü, kaç seksiya 8 yıl geri çalışardı avtonomiyanın baş kasabasında hem ne kadar bugünkü günler. Siz açan geldiniz 8 yıl geri. Söylesiniz kaç bölüm çalışardı o zaman? Ну, про спортивную школу могу долго рассказывать, но постараюсь быть вкратце. В 2017 году, когда я стал руководителем этой спортивной школы, муниципальной спортивной школы, которая носит имя нашего муниципия, на тот момент в спортивной школе занимались 3 отделения. На данный момент у нас функционирует 7 отделений, 360 детей занимается разными видами спорта в нашей школе. Есть огромное желание открыть и новые секции. Мы проводим определенную работу для того, чтобы в первую очередь создавались условия для тренеров и для детей, чтобы они могли заниматься в хороших условиях. Не просто так, чтобы по-быстрому открыть. И вопросов есть много в этих организационных моментах. Söylediniz hani açan geldiniz 3 seksiya çalışardı bugünkü günler 7. Bu pek sevindiler. Diğer o kadar taze edilindi. Ama söylesiniz uşaklar tazede çekilirler. Hangi seksiya? У нас есть определенная текучка, которую дети выбирают. Но это отдельная тема, уже выбор, каким видом спорта заниматься. Мы в основном стараемся открыть секции именно для девочек, потому что для мальчиков у нас есть много видов спорта. У нас сегодня уже процентов 30 занимается, 30 даже чуть-чуть больше, наверное, девочки. Это такой вид спорта, как акробатика и воздушная гимнастика. У нас замечательные тренера. Все тренера средний возраст имеют от 30 до 40 лет. Тренера все опытные, которые уже со стажем. Детки приходят, записываются, родители приводят своих детей. Пользуясь случаем, хочу обратиться ко всем родителям, чтобы доверили своих детей именно нашим тренерам, потому что они профессионалы. Gennady Borisovich söylediğiniz hani 360 uşak bugünkü günler geziyor. Trener söylediğiniz hani yetişir. Çünkü bu stüdyoda dilber programa yazarız. Trenerlerle söyleyeceğim hani bu sırada yazdık Andrei Konstantinovich'ın da Barışık söyledi hani durum başka türlü şaşkı şahmata spor bölümünde orada yetişmeyen trenerler bir sıra danışmadı buradan. Gagauzya'nın yaşayanlarına, trenerlerine, angaları çalışırlar süreceğiz. Gagauzya'nın 3 merkezinde hem Balıkhaniş'te hem de çadırda teklif eder onları zanatlansınlar diye uşaklar. Ben bakarım sizde bir ışık durum taisle. Bu söyler onu. Hani siz doğru yoldan gidersiniz hem de uşakları hazırlarsınız. Gene Спасибо. Ne orada lazım, yüksek orada. İsterim uygulama hani ilk mini futbol çekettiler oynama Brezilya'da 1920 yıllarda. Söyleseniz hepsi mi koşular var bugünkü günler uşaklar için zanatlansınlar diye türlü spor çeşitlerinden. Çünkü biliriz hani çoğu analar babalar görüp prost koşuları saklamayacağız bugünkü günde biliriz hani avantgard spor kompleksinde ne orada bulunurlar odalar. Söyleseniz ne yapılır bugünkü günler var mı bu koşular hani uşak girsin de rahat rahat orada zanatlansın? Ну, конечно, условия для занятий спортом желали бы быть лучшим. Конечно, у нас, сами знаете, что у нас нет ни одного специализированного зала для проведения учебно-тренировочных занятий с нашими детьми. Да, что касается спортивного комплекса «Универ Авангард», то, что вы затронули, этот спортивный комплекс, он находится на ведомстве Министерства науки и образования Республики Молдовы, которое под ведомстве университета, Государственного университета Камрата. Раньше мы там арендовали, сейчас на данный момент там проводят занятия, не занятия, а ремонтные работы. Что касается нашей спортивной, муниципальной спортивной школы, в каких условиях мы работаем, конечно, остается желать лучшего, потому что нам приходится арендовать помещение для того, чтобы наши тренера и дети могли заниматься хотя бы в маломальски хороших условиях. Приходится арендовать
помещения, подвалы, где что есть, именно чтобы они находились в центре города, чтобы этот спортивный зал объединял все 4 района, которые есть в Камрате, и чтобы было удобно родителям приводить своих детей. Oldu böyle hani uşaklar çekilirler gezmeye size de sürecin tübü koşuların biterine onlar süreci sana geri uğrarlar, geri olurlar bu süreci spor çeşidinden hangisini ayırdılar? В основном из-за этого мы теряем детей. То, что у нас молодежь сейчас немного уже по-другому смотрит на эти вещи, остаются в основном те, которые, кого могут привить наши тренера, у кого есть огромное желание. Но в любом случае у нас задача не только заниматься профессиональным спортом, спорт это в первую очередь воспитание наших детей, чтобы дети занимались физической культурой. Понятно, что не все могут стать чемпионом, но дети сегодня должны быть, самое главное, чем-то заняты и в свое свободное время посещать спортивных залах. Elbette bu yüzden de lazım olsunlar. Hepsi lazımlı koşular. Hani uşakları tabii ki meraklandırma, zanatlansınlar. Kendi hayalak vakitinde süreceğiz. Nice bilinir trener sadece terbiye etmiyor sporculara ama hazırlar onları şampiyon olsunlar. Bildirsinler, tanıştırsınlar Gagauzi'yi başka devletlerde. Büyük yük trenerlerin omuzlarına düşer. Çünkü çok vakit, çok yıllar bu işe gider hazırlama dini bir sporcuyu. 13 yıl ne zamandan kendi kapılarını Komrat Municipal Sport Okulu açtı. Ama kendi yapısı bugünkü günlerde daha yok. Niye orada bu soruş bugünkü günler bulunur? Söyleseniz. Муниципальная спортивная школа не имеет пока своей материальной базы, но мы над этим работаем. Буквально в прошлом году я вышел с инициативой муниципальный совет. Выделили нам земельный участок 1,2 гектара в центре города. Дальше я постоянно выхожу с инициативой руководства примарии, муниципального совета, чтобы подготовили проектно-сметную документацию. Естественно, этот проект, он будет огромный, где будут входить спортивные залы для разных видов спорта, в том числе и стадион городской, именно городской стадион. Потому что на данный момент наш стадион, который есть в Камрате, он относится к Главному управлению молодежи и спорта. Есть там немного ограничений для того, чтобы наши жители занимались в свое свободное время. Потому что бывает такое, что люди приходят после своего трудового дня, чтобы походить на стадион, кому побегать. Есть там трудности, когда с освещением. В общем, в городе нужен специализированный спортивный комплекс и дополнительные стадионы. Город у нас растет. Вы видите, что с других сел приезжает очень много молодежи, покупает здесь дома, квартиры, чтобы жить в Камрате. Так что нужно развиваться в этом плане и что-то делать и городским властям. А также этот проект очень серьезный. Городские власти просто так его не потянут со своим бюджетом. Здесь уже должны подключиться, наверное, и региональные власти, которые у нас есть, а также и республиканские. Anladığım dokumentler olduğuna siz çekiciniz bu yapıyı kaldırmışsınız öyle mi? Çünkü primariye verdi size yer, yanında yapma bu municipal sürücü spor okulunu. Ну, этот проект требует, в первую очередь, документации, ну и, конечно, финансирования. Поэтапно все нужно вести. Neyse problema olan karşı gelir Komrat Municipal Spor Okulu bu problemadan karşı hani yok kendi yapınızda neyle karşı gelirsiniz söyleseniz. Ну, проблемы в основном те же, что некоторые отделения у нас занимаются не в лучших условиях, и поэтому ребенок, заходя в этот зал, у него уже пропадает интерес заниматься спортом. Что касается финансирования, я, пользуясь случаем, хочу выразить огромную благодарность от себя, лично как руководитель, муниципальному совету нашего города, самому мэру за постоянную поддержку развития спорта в нашем городе и также муниципальную спортивную школу, где занимаются дети нашего города. Gennady Borisovich söyleseniz niye Bikler Mini Futbol turnirinin Komrat Kupası için IMF Club 2024 aracılarını? Ну, турнир
будет проходить на очень хорошем уровне, как я говорил. Мы запланировали хороший призовой фонд в этом турнире. За первое место чемпионы получат денежные премии 20 тысяч лей и, естественно, кубок победитель Камрата этого турнира МФЛ Кап. Второе место получит 15 тысяч лей, третье место 10 тысяч лей, четвертое, пятое, шестое, седьмое. Все команды, которые участвуют в этом турнире, все получат денежные, небольшие, но за участие денежные призы. А также есть выделенные номинации. Это лучший игрок турнира, лучший нападающий, лучший вратарь. По прошлогоднему опыту мы выявляли эти номинации. В каждом виде спорта есть свои лидеры, которые показывают замечательную игру. Есть фанаты. В общем, интересно все будет. Нас ждут, что касается этого турнира, в финальной части серьезные стыковые игры. Закрытие турнира проведется на... Также мы готовим хорошую программу. Опять же, будет на высоком уровне. Так что буду держать интригу до конца, чтобы нашим зрителям, нашим болельщикам было интересно приходить на стадион. Söyleseniz Bıldır kim o yılki ikinci, üçüncü yer aldı? Hangi komandalar? В прошлом году на турнире КФЛ первое место заняла команда футбольного клуба «Кангас». Команда заняла второе место футбольного клуба «Вишневки». Третье место команда «Джокер». Они также сегодня заявились, участвуют и претендуют на победу. Также, как я говорил ранее, нам добавились новые команды. Очень сильно хотели участвовать еще ряд команд, которые с Тирасполя, с Кишинева, но пока ограничились, потому что у нас определенное количество участников на этом турнире, чтобы нам удобно было работать и чтобы был порядок в каждой подгруппе, вот, где участвуют все спортсмены и команды. Определенное количество bu kaç kişi? На данном турнире, как я говорил, 12 команд. В каждой команде по 15 человек плюс представитель. Hem de o üzere hani dün mayın 26'sında açıldı mini futbol turniri Komrat kasabasının Kubası için 2024. Sizin bir varlıklarınız danışasınız sporçulara, trenerlara, Gagauzya'nın yaşayanlarına ne söylese nasıl adlı? Уважаемые жители и гости муниципалитета Камрат, я призываю вас всех в первую очередь заниматься спортом, неважно, профессиональным, любительским видом спорта. И также всех родителей призываю, чтобы ваших детей приводить к нашим профессиональным тренерам в муниципальную спортивную школу, где ваши дети в первую очередь получат хорошее воспитание, навыки, ну и плюс ведение здорового образа жизни. И посещайте все наши мероприятия, которые проводит Примария и муниципальный совет нашего города. Tabii size söyleyeceğim size Gennady Borisovich çok sağ olun bulduğunuz vakit geldiniz derinden anlattınız mini futbol turniri için hangisi çekildi dün mayın 26'sında da başaracak kendi işini iyinin 30'unda sanıyorum. Anya tabirse geleceğiniz katılacağınız programa da anlatıcınız kim o hangi komandalar ensediler. Спасибо за приглашение. Это не первый раз, когда я к вам прихожу. Что касается освещения турнира МФЛ Кап 2024, мы будем часто с вами встречаться именно последний месяц. Будем совместно освещать это мероприятие, потому что само название «Медийная футбольная лига». Мы должны обеспечить полностью медийную часть этого турнира, чтобы болельщикам было интересно. Что касается вчерашнего дня, я увидел настолько много болельщиков, что я давно такого не видел на стадионе. Вот в детстве, когда я помню, проводили открытие летнего сезона, вот в данный момент я увидел переполненный стадион, желающих поболеть за свои любимые команды.
Bu söyler onu hani spor autonomiyada ilerler. Bu söyler onu hani trenerler siz çalışırsınız yıl boşuna. Hani yıldan bizim spor çeşitlerimiz Gagavuzya'da yüksek uğra kalkırlar. Ben böyle sayarım. Ну, я и раньше говорил, что у нас есть хорошие, талантливые тренера и спортсмены в нашем городе и по Гагаузии. Конечно, делаем все максимально для создания условий и для проведения спортивных мероприятий для наших жителей. Saygılı seyredicilerim, Gagavuzya'da yaşayanlar, Gagavuzya gün günden programması yaklaştı sonuna. Tabirse isim getirmesin aklınıza. Hani bugün bizde stüdyoda bulundu. Komrat Municipal Sport Okulu'nun yöneticisi Gennady Borisovich Tulba. Ben size söyleyeyim, kalın sağlıcakla. Gelen buluşlardan kalın, gayret kalın yolunda.